Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Проблема пастухов Камрата немаловажна. Ремонт дорог в белом варианте. 3 года тюрьмы за попытку изнасилования. Третий собор болгар Молдовы. Веломарафон в Ниспарень. Пастухи города Камрат собрались на совещание в Приморье. Его целью является решение проблемы пастбищ. На территории автономии земельных угодий для выпаса домашних животных практически не осталось. Причиной того служит тот факт, что лидеры спахивают уже и дороги, не оставляя земли для скота. Подробнее о данной теме наш сюжет. Животноводы Гагаузии обеспокоены тем, что не осталось практически на территории автономии земельных угодий для выпаса домашних животных. С каждым годом пастбища все больше уменьшаются за счет того, что лидеры спахивают уже и дороги, не оставляя для людского скота земли. В связи с этим обеспокоенные пастухи собрались на совещании в Приморье, дабы вместе с городским руководством разрешить эту проблему и отобрать у лидеров те земли, которые предназначены для выпаса людских животных. Практически все пастбища перепаханы нашими лидерами. Вот люди назвали цифры, конкретные цифры, где пастбища перепаханы, дороги тоже перепаханы, перегоны, все. Люди не могут поить скот, так как ни дорог, ничего нету. Все дороги перепаханы, где должны быть, допустим, 12 метров, 14, там остались по 2, по 3 метра. О том, какие штрафы предусмотрены законом для тех лидеров, которые захватывают предназначенные для выпаса скота земли, рассказал на данной встрече начальник экологического агентства Гагаузии Евгений Шевченко, отметив при этом, что даже те пастухи, которые самовольно устанавливают на пастбищах кошары, попадают под эти штрафные санкции. Для физических лиц этот штраф составляет от 40 до 50 условных единиц за самовольное занятие земли, а для юридических от 8 до 10 тысяч лей. И потом, когда они признаются виновными в захвате, собственник данной территории, то есть Приморье, имеет право обратиться в суд о возмещении затрат, которые нанес человек тем, что он незаконно захватил и распахал. Кстати, вы, если будете заключать договора, не будете заключать с Приморье и размещать тылы без договоров, тоже будете являться нарушителями этого закона. То есть вы самовольно будете устанавливать кошеры, самовольно занимать земельный участок, ограждать его и тоже попадаете под эту статью. Но есть еще и людские коровы, которым, в отличие от коз и овец, не запрещено пастись даже в лесу, если хозяева этих животных предварительно оплатят лесному хозяйству 100 леев за сезон. Сегодня овца и коза наносят, деградируют почву, где лес не дышит, не растет и усыхает. Вот в чем дело. Поэтому законодательством предусмотрено, запрещать выпас. У нас есть коровы у людей, которым разрешается по билетам. Билет сегодня стоит на выпас коровы 100 лей. Я думаю, весь сезон эти 100 лей заплатил. И, пожалуйста, пасите, и всегда корова придет сытая, потому что в лесу есть. А овцам запрещено. От нас требуют все время, чтобы мы соблюдали какие-то законы, поставленные вышестоящим руководством. Но по отношению к нам, какие законы должны соблюдаться при защите нас, никаких законов не соблюдается. Не все могут себе позволить перейти на стойловое содержание. Перейти на стойловое содержание себе могут позволить только лидеры, у кого есть своя земля, они могут себе позволить. А простые люди, которые занимались исконно овцеводством, они не могут себе позволить. Для разрешения создавшегося конфликта по поводу выпаса скота и других накопившихся проблем пастухов в Приморье муниципе Камрат была создана рабочая комиссия, в состав которой вошли представители профильных служб Гагаузии и Приморье, а также собственники домашних животных. На самом деле у животноводов собралось очень много вопросов. Сегодня выявляются факты захватов земель, пастбищ, поэтому наша комиссия и основные вопросы у животноводов заключаются именно в выявлении нарушений и определении мест выпаса скота. Сегодня была назначена комиссия, в которую также вошли ряд животноводов, у которых есть вопросы. Совместно с управлениями, совместно со специалистами разных служб. Эта комиссия будет обширная.
многосторонняя, и мы будем выявлять подобные случаи, будем выезжать. Кроме этого, проводится общий аудит земель. По официальным данным отмечалось на данной встрече животноводами, что в Гагаузии должно быть около 16 тысяч гектаров пастбищ. Это вполне хватило бы для 140 тысяч овец и 130 тысяч коз, если бы часть земель не вспахивали лидеры. В Приморье Унгене дорожный фонд выделили 9 миллионов лей на ремонт дорог. Эти деньги будут направлены не на главные дороги, как это было в предыдущие годы. В этом году будут приведены в порядок второстепенные улицы. Жители с нетерпением ожидают результата. Об этом подробнее смотрите наш сюжет. Если в предыдущие годы Приморье Унгень уделяла больше внимания ремонту дорог на центральных улицах города, то в этом было принято решение отремонтировать второстепенные. Для этого местные власти заключили договоры с 5 компаниями, специализирующимися на ремонте дорог. Мы отремонтируем порядка 40 километров дорог в белом варианте. На данный момент одновременно работают 5 разных компаний. Вовлечено много техники, 8 грейдеров, 9 компакторов и большое количество грузовиков. Еще осенью прошлого года Приморье города приобрела 15 тысяч тонн гравия. До октября текущего года мы намереваемся довести этот проект до конца. Люди, живущие на ремонтируемых улицах, довольны тем, что вскоре они избавятся от грязи. Не будет грязи, будут чистые улицы, порядок и уважение. Каждый будет убирать мусор. Мы рады этому. Каждый старался что-то делать. Теперь они ремонтируют. Конечно, мы довольны тем, что теперь у нас будет дорога, а не грязь. В целом на ремонт дорог в белом варианте будет потрачено 9 миллионов лей. Деньги выделены из бюджета Приморье Унгень и дорожного фонда. Молодой человек из района Шалденеж совершил попытку изнасилования женщины старше его на 10 лет. С целью осуществления задуманного парень проник в дом женщины и пригрозил ей расправой, если она ему откажет. На крики женщины прибежали дети, после чего молодой человек скрылся. Несмотря на то, что изнасилование не совершено, ему грозит срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. О подробностях данной темы смотрите далее. Неудавшаяся попытка изнасилования обошлась 20-летнему молодому человеку из района Шалденежт в 3 года и 4 месяца тюремного заключения в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Он намеревался вступить в половой контакт с односельчанкой, которая на 10 лет старше его. По информации сотрудников районной прокуратуры, случай произошел в январе текущего года. Жертвой стала женщина, которая растит и воспитывает 3 детей. В момент совершения преступления ее мужа не было дома. По словам потерпевшей, в полночь она услышала шум у окна и догадалась, что кто-то проник в ее дом. Увидев незнакомца в своей спальне, испугалась. Молодой человек угрожал расправой, если она не вступит с ним в половой акт. Женщина сопротивлялась, поэтому нападавший избил ее. Травмы, нанесенные жертве, были зафиксированы судебно-медицинской экспертизой. На крики прибежали дети, находившиеся в спальне, поэтому мужчина скрылся с места преступления. В большинстве случаев, когда подсудимым предоставляется последнее слово, они сожалеют о совершенном деянии и просят о более мягком наказании. Однако в этом случае подсудимый не покаялся и даже угрожал физической расправой и суду, и потерпевшей, и всем участникам процесса. Следствие установило, что подсудимый не находился на учете у врача-психиатра. Однако перед судом он предстал не впервые. Суд Шалденежт учел все доказательства, представленные прокурором, и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы. За это еще одно преступление, совершенное ранее, осужденный будет находиться под стражей 3 года, 4 месяца и 8 дней. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции. Во вторник, 24 мая, гагаузскую автономию посетила делегация провинции Хэйлунцзянь Китайской Народной Республики. В Камрате с членами делегации встретились башкан Гагаузии Ирина Влах. Делегацию КНР возглавил заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзянь Чжан Чжитян. В составе делегации также вошел первый секретарь посольства Китая в Молдове Ли Фэй. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух регионов в сфере экономики,
экономического развития, торговли и привлечения инвестиций. В этом контексте Башкан Ирина Влах подчеркнула, что у Гагаузии есть положительный опыт налаживания контактов с регионами Китая. В 2012 году между Гагаузией и китайским автономным округом Нинься-Хуэй был заключен договор о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Глава Гагаузии выразила заинтересованность в наращивании потенциала взаимодействия региона с Китайской Народной Республикой. В Китайской Народной Республике широко распространена молдавская винодельческая продукция. Виноделие могло бы стать одним из главных направлений сотрудничества двух регионов. Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы «Антем» внедряет новый проект по параллельному обучению языкам детей из Гагаузии и их родителей. В данном проекте принимают участие 150 детей и родителей из 3 районов Гагаузии, в том числе из муниципия Камрат. Событие состоялось в рамках проекта «Интеграция с уважением к многообразию. Параллельное изучение румынского и гагаузского языков». Этот проект был запущен в 2015 году благодаря финансовой поддержке Верховного комиссара ОБСЕ в Гааге по делам национальных меньшинств. Открытый чемпионат Гагаузии по дзюдо среди юношей и юниоров пройдет в Камрате 28 мая 2016 года. К участию в чемпионате приглашены 12 команд из различных регионов Молдовы. Открытый чемпионат Гагаузии по дзюдо будет проводиться в спортивном зале регионального молодежного центра. Начало соревнований 10:00 часов. В Тараклии был организован Третий общереспубликанский собор болгар. Целью является требование о придании району Тараклия особого статуса национально-культурного района. Молдавские депутаты оттягивают принятие закона, однако международные структуры приветствуют требования болгар Молдовы. Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете. День, когда в Молдове проходит мероприятие, посвященное славянской письменности и культуре, в Тараклии был организован Третий общий республиканский собор болгар. Обратить внимание к проблемам и вопросам национальных меньшинств, болгар Молдовы в частности, придать району Тараклия особый статус. Цель его проведения все та же. Более сотни делегатов, представители общественных организаций, депутаты парламента и многие другие. Законопроект о придании статуса центру болгар Молдовы до сих пор не принят на рассмотрение. И сейчас именно то время, когда нужно действовать, считает один из его авторов Иван Забунов. Нас беспокоит то, что есть очень много причин, не дающие никакого шанса Тараклийскому царскому району выжить после планируемого, согласно договоренности с Международным валютным фондом, проведения новой административно-территориальной реформы. Не будет нам кляться господин Лянка, что он знает, что такое болгар, что такое национальное меньшинство, что пока он жив, ничего не будет. Я хочу, мы же взрослые люди, представьте себе, что идет Международный валютный фонд к большому начальству Международного валютного фонда и говорят: а вы знаете, болгары еще не готовы. Они хотят, чтобы мы не проводили реформу, потому что там... Он говорит: слушай, знаешь что, иди, когда будете готовы, придете за деньгами. Понимаете, дело в том, что мы прекрасно понимаем, что если мы на сегодняшний день не выдвинем серьезные аргументы по защите Тараклийского района, его юридическое закрепление потом будет поздно. Нам потомки наши не простят. И вот именно часть этого закона, потом некоторые публикации мы донесли в своих различных письмах, обращениях, принципы, изложенные в международных актах, которые мы очень удачно вписали во все наши требования, просьбы, слезные, не слезные и так далее. Я вчера встречался с Верховным комиссаром по делам национальным меньшинствам. У нас была раньше очень серьезная работа с ее офисом в Кишиневе, ее советниками. Мы составили огромный перечень документов, которые я передал им по нашему закону. Вчера в присутствии представителей МИДа и правительства, и все я спросил ее: я убедил вас, что требования болгар есть, вам
у вас нет претензий к их предложениям и требованиям. Я сказал, убедили. Убедить Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств безусловно достижение, считает Иван Забунов. Однако есть другие аспекты в продвижении законопроекта в молдавском парламенте, продолжил посол Болгарии в нашей стране. Тук имаше едно смесване на двата закона. Първият закон, който мина на първо четене, той беше въобще за такива райони. Правото да се дава статуса на такива райони. Новият закон, който все още не е внесен в парламента, той се отнася само за Тараклийския район. Аз съм се запознал с него. Главната цел на такъв закон трябва да бъде юридическо закрепване на статуса на района. Независимо от всички други последващи действия, главното е да се запази самостоятелността на района. Това е стратегическата цел. Но тук трябва да се имат предвид и други неща. Кога да се внесе закона? Кой да го внесе закона? Какви са геополитическите обстоятелства? Кои политически сили в парламента могат да бъдат ангажирани в подкрепа на този закон? Общо взето всички тези неща трябва да бъдат обмислени много подробно и да се избират подходящите моменти и ангажират подходящите хора. Вторият проблем, който ние виждаме за района, един от най-съществените, това е запазването на Тараклийския университет. Университетът е създаден преди 10 години, той е имал определена цел. До известна степен е постигнал целта си, но с развитието времето не върви, не стои на едно място, то се развива, развиват се технологии, учебни процеси и така нататък. И в настоящия момент университетът губи конкуренцията с околните университети. Затова на него трябва да му бъде вдъхнат нов живот. Трябва да бъде направен привлекателен за младите хора, не само от Тараклийския, но и от други райони. Как може да стане това? По наше виждане само по един начин. Да бъде превърнат в филиал на Българския университет. В него да преподават професори от България, дипломите, които ще получават студентите, да бъдат български дипломи, т.е. европейски, да има най-различни специалности, които са търсени в момента. Сейчас сотрудники посольства работают над этим вопросом о преобразовании Тараклийского университета в филиал учебного заведения Болгарии. Однако о каких двух законопроектах говорил посол? Почему в первом чтении был принят не тот, который смог бы придать району Тараклия особый статус, объяснила депутат парламента Молдовы. В апреле 2015 года в парламенте Республики Молдова был рассмотрен наш законопроект, который был принят в первом чтении. И напомню, что этот законопроект имел положительное заключение правительства Республики Молдова. Повторюсь, речь идет о законопроекте, который вносит саму возможность в административном территориальном делении Республики Молдова в дальнейшем обсуждать присуждение тому или иному району статуса национально-культурного района. 16 ноября 2015 года мы с коллегами по фракции зарегистрировали в парламенте второй законопроект, но базовый, системный и глобальный. Вот именно с этим названием о предоставлении Тараклийскому району статуса национально-культурного района, в котором, в принципе, все показано и проанализировано, что представляет собой этот статус и чего на самом деле хотят болгары Молдовы. Мы предложили включить в повестку дня заседания парламента этот законопроект, потому что наличие негативного отзыва правительства, чтобы вы имели в виду, не означает, что его нельзя обсуждать в парламенте. Отнюдь нет. Это мнение правительства. На что председатель парламента господин Канду заявил, что он направил этот законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию. Дело в том, что тот факт, что этот законопроект отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, ни в коем образом не означает, что мы, депутаты парламента, нам что-то и кто-то мешает рассмотреть его в первом чтении в парламенте. Никто нам не мешает этого сделать. Единственный вопрос, как получить как минимум 51 голос в парламенте для того, чтобы включить его в повестку дня и чтобы как минимум 51 депутат парламента проголосовали за этот законопроект.
Пока молдавские депутаты оттягивают принятие закона, международные структуры приветствуют требования болгар Молдовы, продолжает президент Ассоциации дружбы и сотрудничества Молдова-Болгария. Являясь членом Всемирного парламента болгар и регулярно поддерживая тесные деловые связи с вице-президентом Болгарии Маргаритой Поповой, я не понаслышке знаю, что власти Болгарии, а также болгары всего мира внимательно следят за прогрессом этой области. Руководство Всемирного парламента болгар полностью поддерживает нашу инициативу о придании Тараклийскому району специального статуса. Более того, от имени Всемирного парламента болгар было направлено обращение к Народному собранию Болгарии с просьбой оказать поддержку. В частности, чтобы члены Европарламента от Болгарии содействовали на политическом уровне принятию положительного решения. Ведь именно так можно сохранить уникальные исторические, языковые, религиозные, образовательные и культурные ценности и традиции болгар в Молдове. Стремление центральных властей Молдовы проводить оптимизацию по всем направлениям может обернуться трагедией для 30 тысяч болгар Тараклийского района, а также подорвать уверенность остальных болгар Молдовы в истинных намерениях властей продвигать культурное многообразие. Единственный справедливый выход сегодня – это принятие закона, который гарантирует сохранение и исключает ликвидацию района с компактным проживанием болгарского этнического меньшинства. Хочу вновь и вновь обратить внимание центральных властей и масс-медиа о том, что речь не идет о льготных или привилегиях для района. Мы говорим исключительно о наделении Тараклийским. Тараклии статусом национально-культурного района. Мы продвигаем идею обеспечения условий для защиты, сохранения и развития компактно проживающего болгарского этнического меньшинства. Ни о каких политических или экономических преимуществах мы не просим. По мнению председателя болгарской общины Молдовы, затягивание с рассмотрением и принятием закона об особом статусе Тараклийского района носит сугубо политический характер. Рано или поздно вопрос о статусе района будет снят, и будет снят он положительно. Но у меня создается впечатление, что он затягивается, его рассмотрение затягивается умышленно и с одной целью. Для того, чтобы дотянуть вопрос до предстоящих выборов президента Республики Молдова и таким образом заставить болгар проголосовать за нужного тому или иному политическому формированию кандидата. Итогом собора, как и двух ему предшествующих, стала резолюция, которая должна быть направлена и молдавским властям, и международным организациям и представительствам. Мы, участники Третьего республиканского собора болгар Молдовы, вынуждены признать, что за последние годы политика невыполнения своих обязательств перед европейскими организациями в области соблюдения прав национальных меньшинств приобретает системный характер. Результаты этой политики убеждают нас в необходимости немедленного принятия законодательного оформления особого национально-культурного статуса района Тараклии, как единственного защитного барьера против готовящейся его ликвидации и гарантированного фактора свободного развития всех составляющих этнической идентичности болгар Молдовы. Это только один из 8 пунктов оглашенной резолюции. Общим голосованием делегатов она была принята в целом. В городе Неспарень был организован веломарафон. Более 150 велосипедистов приняли в нем участие, проехав по территории города почти 20 километров. Цель марафона – продвижение здорового образа жизни и занятия спортом. Подробнее об этом далее. Более 150 велосипедистов приняли участие во втором веломарафоне. Они проехали по городу Неспарень почти 20 километров. Заезд начался с площади имени Штефана Челмари. Призываю вас вместе продвигать хорошие идеи, ценности, здоровый образ жизни и все то, что приносит пользу нашему обществу и городу Неспарень. Дай Бог, чтобы у нас был маршрут без препятствий, чтобы все порадовались этому мероприятию. Și toți să ne bucurăm de acest eveniment doar prin sport. Vom crește o generație
Только с помощью спорта мы можем вырастить здоровое поколение, у которого будет правильное мышление. А это самое важное для нашего будущего. Мы от имени местной администрации приветствуем вас и желаем успехов. И, конечно же, пусть победит сильнейший. Марафон длился почти 3 часа. Чтобы принять в нем участие, некоторые любители велоспорта приехали даже из других населенных пунктов. Во время заезда движение на дорогах было заблокировано, а велосипедистов сопровождал экипаж полиции и волонтеры велопатруля. Участники говорят, что маршрут был сложный, но увлекательный. Цель веломарафона – продвижение здорового образа жизни и занятия спортом среди жителей Неспарень. В этом году велосипедисты выбирали между 2 маршрутами – более длинный в 20 километров и короткий в 9 километров. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.